Кыргызстане 5 мая 2021 года вступила в силу новая редакция основного закона, предполагающая усиление президентских полномочий. Какие поправки остались без внимания общественности и как изменилась жизнь кыргызстанцев в программе «Твой выбор». Основной закон нашей страны принят, и нам, гражданам этой страны, нужно жить по новой конституции, в которой были внесены значительные изменения. Давайте узнаем у граждан, насколько они осведомлены об изменениях в данной конституции. Даже непонятно, что здесь за политика. Были же выборы, и вот повторяется. Не знаю, кому это надо. Без понятия даже, если честно сказать. Стараюсь быть довольно политичным, но я знаю, что в изменениях последних есть затрагивание о свободе слова. Вот это меня действительно беспокоит. А об остальном уже должны, мне кажется, разбираться сами политики. Самое главное, чтобы граждане не страдали. Вот позиция такая. Я считаю, что, мне кажется, это пустая трата денег и времени. То, что давно уже выбрали, то, что у нас парламентское правительство, и мне кажется, оно должно и оставаться таким. Демократия все-таки у нас. Я за парламентское правительство в нашем государстве. По поводу новой конституции я считаю то, что неправильно, потому что даже не знаю, то есть страна должна иметь одну конституцию, не должно быть таких вот. Она столько держалась, лет 30 практически. И такой резкий метаморфоз в новую власть, новое управление. То есть то, что президент один отвечает за права человека и за всю страну, это, конечно, хорошо, но зная то, какая у нас сейчас власть, это ни к чему хорошему не приведет, скорее только к диктатуре. Ну, это мое личное мнение. Я склонялся к президентскому управлению. Почему? Потому что до парламентского управления мы как бы еще не дошли. Парламент, как коллективный орган, он ни за что не отвечает. Не может быть коллективной ответственности. Ответственность может быть только персональная. Президент, берет на себя эту ответственность. Значит, это будет персональная ответственность. Так, насчет новой конституции. Я сам его не читал и скажу просто вкратце. Я считаю, что в стране нужна какая-то конституция, и любая конституция имеет свое изменение. И в какую она сторону идет, в плохую или в лучшую, это уже покажет время. И я думаю, кто-то еще придет и изменит его в свою сторону. Я сейчас новости не смотрю, так как избрали нового президента. И про Конституцию я как бы слышала, но не читала даже и не интересовалась этим. Потому что, мне кажется, все, что это не делается, без толку, да, если так сказать. Я не хожу на выборы, так как я знаю уже заранее, кто будет президентом, что не будет. Если честно, мнение народа никто не учитывает. Там уже заранее придумано, уже заранее запланировано ими, и наше мнение никто как бы не слушает, да, если так сказать. Из запрошенных нами людей 80% не знают, какие поправки были внесены в новую конституцию. Но не нужно оставаться в стороне от интересов нашего государства. Для этого мы расскажем вам об основных тезисах принятой конституции. Для начала давайте разберемся, что же такое конституция. Конституция – это основной закон государства, где установлены главные положения, ценности, права и обязанности как людей, так и государства в лице государственных органов и чиновников. Другими словами, это договор между государством и народом. В Конституции имеются главные характеристики государства – форма госустройства, политический режим,
форма правления, который никто не может самовольно изменить или толковать. Важно, чтобы каждый из нас участвовал в обсуждении содержания Конституции и голосовал за ее изменение осознанно, понимая, что этим документом мы определяем, как будем жить и развиваться. Прежде чем строить дом, мы планируем, каким он будет. Затем заливаем фундамент и строим стены. Так вот, Конституция есть фундамент и основные стены дома. 5 мая 1993 года Киргизская республика обрела Конституцию, получив правовые основы для государственной независимости и реализации политики строительства демократического общества и свободного рынка. На протяжении 30 лет в Конституцию Кыргызской республики 10 раз вносили изменения, в то время как в Конституцию США более чем за 200 лет внесли всего 27 поправок. В этом году в очередной раз приняли новую Конституцию КР. Она вернула Кыргызстан к президентской форме правления и была одобрена на общенациональном референдуме. Новая Конституция расширяет возможности президента. Теперь он не только глава государства, но еще и возглавляет исполнительную власть. Основные тезисы принятой Конституции – это усиление полномочий президента и ослабление парламента. Новая Конституция расширила возможности президента. Теперь он не только глава государства, но и возглавляет исполнительную власть. Это значит, что он заменяет премьер-министра и руководит работой Кабмина. Глава государства может вносить на рассмотрение парламента законы. С 6 до 5 лет сокращены сроки президентства, но при этом дано право одному человеку занимать пост 2 срока подряд. Что это даст для граждан нашей страны, ответит юрист Таттыбүбү Эргешбаева. Вообще, в целом, управление – это формирование работы правительства, кабинета министров точнее. 2 – это принятие отчетности полностью на себя забирает президент. Но при этом ответственность за деятельность кабинета министров исполнительной власти несет председатель кабинета министров, а не сам президент. И также, кроме этого, стоит отметить, что президент забрал ряд полномочий у парламента, как у законотворческого органа, не только правительства. Это право законодательной инициативы. Также, кроме этого, он имеет право сам назначать референдум. Он может неочередной созывать депутатов Чорку Кенеш, что тоже полностью не соответствует концепции именно качественного нормотворческого органа. Да? У парламента можно забрать все. Можно забрать и функции управления над деятельностью исполнительной власти, не проблема. Но нормотворчество и качество мониторинга за ним должно оставаться только у парламента. И когда сегодня институт президента во главе с исполнительной властью пытаются через ряд пакет законов убрать функцию Чорку Кенеш полностью, а самим определять экономический режим, самим определять функционирование деятельности государственных органов, их хотят наделить правом именно неприкосновенностью членов кабинета министров. Вот это и является функцией, которая изначально мы предупреждали как риск в конституционном референдуме, что забирать полномочия у парламента это неправильно, она приведет к бардаку и вседозволенности. И сегодня на практике мы это видим, когда кабинет министров инициирует подобные пакеты законов. Да? Отстранить главу государства станет тяжелее, усложнена процедура импичмента. Чтобы это сделать, мало обвинения в совершении преступления и соответствующего заключения генпрокурора, как это было ранее. Теперь для импичмента нужно будет получить заключение нового органа – Конституционного суда. Конституционный суд вновь образован. До этого тоже была. Она была палатой при Чорку Кенеш. Сейчас Конституционному суду больше полномочий дали. Полностью они рассматривают соответствие Конституции. Не законами. Но Верховный суд тоже есть. Он тоже у нас написано. Является высшим органом судебной власти Верховный суд. Здесь тоже у нас двухголовый получается. Как у нас раньше была Конституция, которая действующая в Конституциях была. Исполнительная власть премьер-министром и, кроме того, президент был. Также, если действительно говоря, мы вопросы, которые рассматриваем, Конституционный суд вердикт ставит согласно основной Конституции. Конституционный суд, он имеет
высшую юридическую силу, так будем говорить, на базе Конституции, все изменения конституционных прав люди имеют право обращаться, минуя Верховного суда. Если недовольны решением Верховного суда, может они обратиться. Потому что там написано, Конституция защищает права и свободу гражданина Кыргызской республики. Я хотел бы сказать, в новом Конституции, который принят в Конституционный суд, раньше тоже у нас Конституционный суд был, он решение принимал против всех решений. И все его решение считался конституционной нормой. И тогда очень много перекосов было и незаконно принятых актов. Поэтому здесь тоже Конституционный суд, когда придет, законодательный орган, Жогорку Кеңеш нынешний, пришедший, должен рассмотреть, чтобы закон было допустимое, приемлемое для нашего государства и для наших граждан. Изменения коснулись и Жогорку Кеңеша. Количество депутатов станет на четверть меньше – 90 из 120. Попасть в парламент теперь можно будет только после 25 лет. А депутатский корпус призвали к порядку. Если парламентарий без уважительной причины не ходит на заседание палаты 10 рабочих дней в течение одной сессии, то его полномочия досрочно прекращаются. В первую очередь Жогорку Кеңеш рассматривает законопроекты, которые инициирует президент и кабинет министров. Чем объяснить, что правительство заменили на кабинет министров? Что нам, простым гражданам, от этого? Президент во главе исполнительной власти, но при нем остается кабинет министров. Как он будет формироваться, очень сложный. И каждым разом у нас говорят, что нет равновесия между ветвями власти. 3 ветви власти были, кроме того, президент был и его аппарат был. Они полностью, можно сказать, управляли, полностью их направляли. В данном этапе получается, что президент, во главе исполнительной власти, несет полноту ответственности, написано, но кроме того он формирует кабинет министров. Он может его распустить, он может его назначить. Если посмотреть по историческим данным, во главе исполнительной власти остается президент или премьер-министр, не имеет значения, то он должен предлагать структуру только исполнительной ветви власти. Парламент должен утвердить его, у нас Жогорку Кеңеш, он назначением должен заниматься сам, и полноту власти должен нести он, как глава исполнительной власти. В истории Кыргызстана всего лишь один раз, это в срок действия 6-го созыва парламента, правительство, можно сказать, что курировалось со стороны парламента. Все остальное время, за 30 лет независимости Кыргызской республики, она курировалась со стороны президента. Но правительство, именно исполнительная власть, существовала как отдельная ветвь власти. То есть она имела именно свое регулирование, да, если даже она находилась под курированием президента. Но когда ее переименовывают в кабинет министров и полностью конституционально закрепляют, что он теперь в ответственности и под личным курированием президента, и никто, кроме него, на паритетное начале не вмешивается на управление правительством, да, исполнительной ветвью власти, то он прекращает быть ветвью власти. Он уже переходит в одно из структурных подразделений, по сути, администрации президента, то есть института президента. И таким образом исполнительная власть является отдельным подразделением управления президента. Но это выбор народа, нужно посмотреть, потому что когда народ выбирает президентскую модель управления, она выбирает, что кто-то будет нести персональную ответственность, но и отчеты будут передаваться только президенту. Соответственно, депутаты больше не могут иметь как таковых прав требовать от исполнительного органа реализации каких-то программ в точной мере, за исключением только принятия закона. Потому что они годовой бюджет не утверждают. Все это утверждает только президент. И к чему это приведет, это время покажет. Судебная система состоит из Конституционного, Верховного и местных судов. Конституционная палата упразднена. Отдельными ее полномочиями наделили Конституционный суд. Он может давать заключение по поправкам в основной закон о конституционности международных договоров. Председателей Верховного и Конституционного судов будет назначать сам президент. Согласие на это должен дать парламент и Совет судей. Ранее это делали сами судьи.
Исключено упоминание о дисциплинарной комиссии, которая ранее давала согласие на привлечение судей к уголовной ответственности. Но появился новый орган – Совет по делам правосудия, который состоит из судей, представителей президента, парламента, Народного Курултая и юристов. Новая конституция предусматривает создание нового органа – Народного Курултая. Это собрание, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Народный Курултай наделяется правом предлагать снять с должности членов Кабинета министров и руководителей исполнительных органов, носить законопроекты в Джорху Кенеш, участвовать в формировании 1/3 состава Совета по делам правосудия. Как будет обеспечиваться независимость, компетентность и объективность Курултая? Принятой Конституции есть статья Курултай. Всенародный Курултай избирается. Как он избирается, это законодательно отработать. Если Конституция вошел в Курултай, Народный Курултай, то он обязательным порядке конституционный закон должен быть. Он выше стоит, чем обычный закон и нормативный акт. Курултай в данном этапе юридически обоснованную силу какую-то, как ветвь власти, не имеет. Он пока получается совещательным, рекомендательным органом, поэтому должно быть ему сделать надо, каково бы ни было, он имел какую-то действительно необходимые полномочия. Если они избирают от населения, притом они не получают заработную плату, от какого количества людей. Я тоже предложил свою конституцию, чем действующая конституция, которая принята конституция, он 7 раз короче была. Вообще конституция всегда пишет только основные пункты, кратко рамочный характер должно быть. Я тогда в том конституции, я свою, которую предложил, написал, что Курултай является высшим органом. Как бы ни было, треть власти подотчетно должно быть, хотя бы в переходном этапе. А в данном этапе Курултай получается, он совещательным органом, рекомендательным органом. Могут они вносить изменения, там, структуру изменения, бюджеты может внести. Они не имеют права законодательных актов, что имеют право в какой-то мере утвердить или какое-то решение принять. Народ должен избирать в какой-то мере. Мы считаем рекомендательно там 1000 человек или 900 человек, говорили, от каждого 5000 человек один избиратель должно быть независимо. Курултай в какой-то мере сдерживающим фактором может являться в этом направлении. И Курултай необходим, но и он каким будет, каков будет принят конституционный закон, на этой базе можем только обсуждать и говорить, какие он будет полномочия иметь или какие-то он конкретно будет свои направления иметь. Поэтому здесь Курултай пока на базе только формирования идет. И каким он закон будет принят, зависит от этого. Конституции принятой, что Курултай — это консультативный общественный совет, да? Ну и непонятно, как он будет функционировать, там определен ряд только процедур, что Курултай будет, получается, раз в год заседать, президент будет, получается, информировать их, заметьте, да, информировать. И в случае, если там Курултаю что-то будет не нравиться, они на общественном совете это будут освещать. Практически это тот же парламент, просто он создан из-за требования населения, что все время народ хотел Курултай, да, ну, вот и по требованию было создано. Но пока непонятно, какой состав его будет, да, кто будет туда входить, какие вопросы они могут решать. Это все будет определено согласно конституционному закону о Народном Курултае, который еще не вывешен на общественное обсуждение. А так, конечно, это вот пусть конституционный закон выйдет, мы посмотрим, пускай курултайцы вот свою демонстрируют свое знание, волю, посмотрим, что будет. Стоит понимать, что конституционная реформа – это лишь начало изменений различных процессов в нашей стране, а это долгая и кропотливая работа. Действующая конституция оказывает огромное влияние на жизнь каждого из нас. Смотрите нашу программу, мы будем освещать актуальные темы, касающиеся каждого гражданина нашей страны. Это твоя страна, твоя ответственность, твой выбор.